сейчас поедем в сторону Москвы. За автобус 113 рублей с человека. Станция Рижская. У нас сейчас тут будет квест. Встреча номер 1. Привет, привет. На ВДНХ сегодня фестиваль. Ты не знаешь, где главный вход? Так как все перекрыто. Ой, какая красота. Идем к самому большому колесу в Европе. Не все так просто. Ты вначале туда Новая локация. Рижский кот. Все стены в картинах. Не знаю. Мы тут папу потеряли. Даже позу такую же при. Дискотека проходит. К нам присоединился Сережа. В пиджачке, в костюме. Даже если размажет. Одноразовый водитель. Ну, жить недолго осталось. Давай. Сережа нас довез. Теперь пересаживаемся в новую машину и едем дальше. Все, счастливого пути. Все, давай. Спасибо. Привет. Это не Сережа. Нет, вот перед грузовиком. Сейчас ты его видишь. А я думаю, там справа. Не, вон он. Он грузовик. Вот он. Кальяна будет разворачиваться. Она вот сейчас здесь поедет направо. Да, я вот летала на вертолете. Платная над ним. парковка, да? Да. Тут не сильно. Тут вот пикники, вон лоси сделаны из соломы или из чего. Можно там сфоткаться с лосем. О, расширили. это. Это каких-то опилок накидали, что ли? Да, но у них не было, они расширили. Буквально вот до сюда. была Это парковка. от мульчера. Щепа. Ну и все. Сюда и ехали. Ой, господи. Это просто пикник. Беседки. Ты не рассказывала? Беседки для пикника. Они вот буквально метров 10 от нас стояли. Да. Такое счастье было. Так, ну что имеется в виду на погулять. Двое взрослых и парковка, да? Да. 2550. Могу по 10 рублей дать. 500, пожалуйста. Так, 3100. 20 минут. — 10-15 То есть оленей. здесь физически могут ходить сейчас, да? Да. Ну, если мы в Спят, наверное. Представляете, мы с Сонькой как-то поехали в Измайлово кататься на велосипедах вечером. Возвращались мы уже на неверный 9 час, уже начало смеркаться. И Соня такая: мама, лось. А это вот буквально 150 метров от МКАДа. Я такая смотрю, и реально стоит лось огромный. И Соня такая: мама, что делать, мама? Я такая: так, потихонечку, спокойно идем. И мы такие проходим, вот прямо он так вот стоит, и никаких не деревьев, и он так на нас посмотрел, и аж коленки задрожали. У меня просто хвост длинный был. Подкормочные станции, вот. Вот. Соль там, овес, сено. Пятнистые олени. Пока мы только их видим на картинках.
Липовая роща. Компания, Вот блин, это? собирает А, такие. да, Ну, похоже. Сегодня есть, завтра нет. Похоже на липу, да. Не топовые, ну так. Ну, BID. Вот. Почему BID? BID, они вообще лидеры. Хотя у нас О, истоптанные места. Что-то сняли. Ну, а здесь, конечно, чика. А, Там да. вот мостики там вот. Да. Я и спрашивал, вот вышка-то у них. Понтонная. Вот это, Да, да, эко-тропа. да. Десятая. Да, Десятая, понтонная. да. Понтоне, да. А 8-й это экологический маршрут заповедный По-моему, на лес. понтонку только с этим, с гидом можно. Нет. Да. Думаю. Водные Там маршруты. написано Но зимой-то там не было. Бельчатник, лоси, кабаны, олени, моралы, лани, Ну, она вот ослы, такая вот, козы и птицы. Понтонка. Ну да. Мне Так показалось, там другой водный какой-то маршрут. И Это вот вообще построили начало. Все это. Отсюда мы будем Я стартовать. давно здесь существует. Знаете, это Парковочка, Москва, смотрите, какая Измайловск, интересная. Гальяново, Но это для сотрудников. Коломенское. Постоянно это ездят Вот. полицейские машины Да. парком. Парк, не имеющий аналогов в мире. Лосиная биостанция. 1983 года. 83-го, да. Здравствуйте! Охраняемая природная территория. Самостоятельно гулять здесь нельзя, потому что здесь много опасных диких животных. Будьте осторожны. Если в ходе экскурсии вам становится жарко, плохо, закусали вас, возвращайтесь тем же путем, которым мы пойдем. Ну а мы с вами, пройдя всю лосиную биостанцию, займет это приблизительно час времени, 1,5 километра наш маршрут. Я вас впоследствии верну уже на Верхний Яузский болотный комплекс. Туда. Здесь мы уже не окажемся. Да, я сейчас расскажу. Всё, Сейчас все наши гости войдут. Чтобы он мог защищаться. Нет, он сражается. Это его оружие. Ой, какой тяжелый. Дорогие друзья, перед вами Очень все тяжелый. настоящие рога. Можете потрогать, поднять, Ань, потрогай вот этот маленький самый. ощутить, как тяжело семейству оленев такую тяжесть носить на своей голове. Что удивительно, в летнее время рога выглядят совершенно иным образом. Они теплые, мягкие, покрыты бархатной кожей, и под ними кровеносная система. Сегодня у всех наших самцов лосиной биостанции вы сможете увидеть растущие рога. 5 лет назад мы основались как лаборатория, научный центр по изучению семейства оленевых. Ну и сейчас на нашей биостанции за эти годы собрались самые яркие представители этого семейства. Вы сможете познакомиться с многими из них. Ну, учтите, сейчас пора, я же не буду заходить. Перед вами большой красивый самец с пушистыми рогами. Эти рога и называются панты. Они теплые, мягкие, покрыты бархатной кожей, и сейчас они растут. Что удивительно, сейчас прошло только половина лета, впереди еще столько же времени, и рога будут увеличиться. Увеличатся они раза в 2 в своем размере. В конце августа они закостенеют, и самец уже будет рожаться на этих рогах, ну, если он живет в естественной среде. Здесь, конечно же, период года пройдет достаточно спокойно, но трудный рев. Это мамочка. Самец в этот период достаточно Ребеночек у них. потому что если он их там заденет или поцарапает, ему будет неприятно и больно. Но Это когда папа. уже рога закостенеют, превратятся в оружие, можно будет совершенно безболезненно сражаться. Все олени это стадные, планетные животные. Такого прекрасного самца, как наш Василий, быстро растут. И уже в годовалом возрасте маленький мороленок может весить как лосенок. Это самый крупный благородный олень. В годовалом возрасте порядка 100 килограмм. Там кто-то лежит, да, я думаю, что это вот. прошлогодний малыш еще, потому что дети этого года, они еще в пятнышках и совсем-совсем маленькие. Выглядят они как пятнистые олени. Но Василий еще в полном расцвете сил, он прекрасно себя чувствует, и благодаря хорошему уходу и содержанию в вольерном комплексе с отсутствием стресса, хищников, охотников, браконьеров, которых они постоянно видят в естественной среде, срок жизни оленя увеличивается, раза в 2 уж точно. На нашей биостанции, когда приехал Василий, он был еще ребенком, но когда он стал половозрелым, это произошло в 3 года, у него появился первенец на нашей биостанции, старший сын.
Старший сын родился достаточно светленьким и получил прозвище Беляш Васильевич. И не встретите диких животных, потому что все дикие животные на летний период меняют свою жизнь, поэтому только здесь, в летом комплексе, можно как на ладоши увидеть много диких животных. Возможно, помощь, но выпускают в лес. То же самое случилось с лосихой. Лосихе Дине сейчас 13 лет. 13 лет назад мы нашли крохотного маленького лосенка в лесу на территории нацпарка. Его нашли наши сотрудники леса. Маленький лосенок остался один без мамы. Но в двухмесячном возрасте ребенок не может выжить без молочного вскармливания. Он даже не дышит, чтобы вы его ни в коем случае не заметили. Но его всегда выдают его уши. Особенно если это лето, он отмахивается от кровососущих насекомых. Он замер, не дышит, а ушами все равно шевелит. И можно так пройти, и вот действительно не заметить такое огромное животное. Выходит из своих углублений в земле, так называемых лёжка, как и гнездышко, и начинает поиски пищи. Нюх у кабана превосходный. Он может найти все, что угодно. Из-под снега, из-под глины, грязи, насков. Все, что угодно он может отрыть своим носом, который он использует как саперную лопату. Ну и, конечно же, кабан по природе всеядное животное. Всеядность кабана позволяет ему употреблять любую пищу, которую только может он найти в лесу. Кабаны-падальщики, всеядные, встречается каннибализм у них. Поэтому вы понимаете, что подкармливать кабанов дополнительно в естественной среде диких никогда не нужно. Они всегда найдут себе пищу. Ну вот Фрося и Степа живут здесь потому, что их когда-то начали подкармливать. Не мы, друзья, а люди, которые думали, что помогают маленьким кабанчикам расти. Но этого делать не нужно, потому что кабан, как и любое животное, забывает свои основные инстинкты и потом самостоятельно жить не может. Но сейчас мы попробуем наших кабанчиков разбудить. И если лесные кабаны все спят, то наши кабанчики могут проснуться. Ну, они дремлют. Ну, пойдемте подальше, они в теньке, друзья. Они никогда не будут на солнышке лежать. У них все-таки шерсткая и очень чувствительная кожа. У кабана, несмотря на то, что это дикое животное, у них очень чувствительная кожа. И эта чувствительная кожа им, конечно, очень-очень тяжело летом, потому что кровососущие насекомые, солнечные ожоги, всему подвержены кабаны. Но они научились, как защищать свою чувствительную кожу, обваливаться в грязи, в пыли, тем самым создавая себе пленку из пыли и грязи, как вот в спа-салоне, для защиты своей нежнейшей кожи. Девочка, вот видите, красавица наша. А Степан вон спит в домике, друзья, большой, пушистый, черный такой бугорок. Он вряд ли встанет, хотя может быть. Тросечка, иди сюда. Детишки, уберите, пожалуйста, ручки. Подниматься нельзя. Можно подойти посмотреть. Подойти, но не суйте ручки, детишки. Будьте осторожны, потому что кабан хоть и кажется вам очень милым, но все-таки очень острые клыки у нее есть. Из них, кстати, была выкормлена козьим молочком. У нас здесь на биостанции аналогично, как когда-то была выкормлена Дина, и до Дины и еще порядка 15 лосят. Лосята, оленята, альпаки, ламы, камерунские козлики, да вообще любые животные, которые сюда приезжают без мамы, или Это у нас проводник. Дмитрий. Мама молока, такое бывает, не только женщины, но и с животными тоже самками. И в этот момент, конечно, у нас всегда есть на вооружение козы, наше козье молочко. А еще нет, у маленьких нет, а когда взрослая альпака, у нее вообще вот такие, да, Ой, господи, грязнули. Застыл на месте. Раньше они жили везде, среди Южной Америки, Мексики. Ты так и пришла. Или пришел? Не укуси меня, пожалуйста. А, вот пить.
Привет, Маша. Привет. Глаз чешет. Это кто? Альпака. Ну, там пака. А, ладно. Кому? Плюнула в хаму. Нет, они не кусаются, но глазят они не очень любят, когда их гладят. А я можно гладить? Нет, ребят, они не очень любят, когда их гладят. Вы видите, даже им окошки специально сделали, потому что руки к ним все тянули, они плевались, поэтому решили. Так, вот можно погладить, друзья, здесь у нас курицы. Скажи, что я дурочка, не буду я плевать, скажи. Ой, ой. Вот так, это защитник идет, это муж, наверное. Жена. А, это да. Благодаря ему. Они просто кусаются. Мама, смотри, она встала. Ань, ты боишься, да? Тепленькие. Будет в жаркую страну. Вы уже Турции. Вы у местных жителей можете спросить, а где же у вас летающие козы? И вы увидите их сидящих на ветках деревьев, объедающие листики. Удивительные ребята. Как птицы могут лазить по деревьям. Смотрите, как они чешутся. О, балдеют. Они обалдеют. Они балдеют, когда их чешут, гладят за ухом. Вот Маша, кстати, у нас... Погладь. А если бы мне сейчас был инфаркт, миокарда? Да. Наливай. Да, и кроликов бабушка раньше держала. Диетическое мясо? Да, диетическое мясо. Ну ладно, кролики, вы тоже с ними знакомы? Да, кролик мы тоже знакомы. Вообще запаха ничего нет, все так все вкусно пахнет. Ну да, не воняет. Играть за ними, да? Да, хороший уход. В этом вольере. Вот этот камень большой, это соль. Знаете, как лоси называют здесь соль? Они отличные пловцы, ныряльщики. Они могут нырять на глубину до 5 метров, задержав дыхание на полминуты. Они собирают болотную растительность. И с этой болотной растительности выныривают из водоема и кушают ее. Вся болотная растительность содержит огромное количество минеральных солей, которые очень полезны нашим животным. Все лоси, олени это знают. И вдоль Верхнеяузского болотного комплекса, куда я вас выведу после экскурсии, вы можете как раз, если пойдете на утреннюю экскурсию по байдаркам, наблюдать как раз это удивительное зрелище, как лоси выныривают, олени плавают. Очень-очень-очень красиво. Животные, которые живут на высоте до 6000 метров над уровнем моря. И самое удивительное, что могут они путешествовать по самым опасным, отвесным участкам скал. Они не знают, что такое сила притяжения, и с легкостью покоряют самые-самые скалистые места. На них охотятся шакалы, но муфлонам все равно они ото всех убегают. Муфлоны красивые, горные дикие бараны. Рога имеет только самец. Рога спиральной формы закручиваются внутрь. За счет этого муфлон без поворота головы имеет обзор зрения на 190 градусов. Но если муфлон покрутит головой, то это все 360. Муфлоны удивительно выносливые животные. Они живут... Моралы. Моралы это самые большие олени в природе, после лосей, конечно же. Вот, и самец вот лежит в углу, его отсюда только можно видеть. Сегодня он старается не контактировать с людьми, ему очень-очень жарко. Но у нас почти своим вниманием присутствует папа. Где? Одинаковые, что папа, что Беляш, в 6-летнем возрасте он точно такой же красивый. Ну, поймите, заборы, да, везде стоят, но везде есть какой-то заборный муравенок, друзья. Послушайте, как он разговаривает, он пищит. Оленята пищат. Можно погладить, сейчас, ребят, я Король пришел. Все пришли, поедем. Сам долезет.
Сейчас, подождите, никого поднимать не надо. Давайте я сначала их покормлю. Можно. Ой, все несутся сразу. Смотрите, Алина будет там пришла. Подождите. Вот, видите кусочки соли, друзья? Это они уже слезали, мы им кладем гораздо больше, прям огромные куски. Видите? Лизунцы. Так, тихо. Прямо даю? Тихо. Снимал. Ой, ничего себе. У нас сейчас будет еще пара солнечных вольеров. Гордые вьючные животные. Сейчас вы увидите 10-дневного малыша. Маленький як, уголек, черного цвета. Родился 10 дней назад. И это удивительная пора, потому что в каждом вольере рождаются дети. Молодая мама по имени Катюша, видите, стала мамой 10 дней назад. И вот этот черный уголечек, это ее прекрасный ребенок. У нее есть супруг. Но супруг переехал сейчас в соседний вольер, там, где гуляют пони, осли, курдючные барашки и пару пятнистых оленей. Все дело в том, что он очень ревностно отнесся к появлению малыша и мог ему навредить. Временно его селили туда. Лунтик — это полуторагодовалый самец ламы. Помните, ребенок этих прекрасных Алисы и Филиппа? Его мы отселили уже, потому что мальчишка стал половозрелым. И, конечно же, взрослому животному нужен свой дом. Конечно, Лунтик нуждается сейчас в спутнице жизни, но пока мы ее еще не подыскали. Так что, если у вас есть полуторагодовалая лама, обязательно познакомьте ее с Лунтиком. Вот зря смеетесь, мы во всех соцсетях даже разместили это объявление. Познакомимся с Лунтиком, и там уже будет тенек, сосновый бор. Там мы с вами понаблюдаем за кормлением пятнистых оленей. Этот маленький красивый Лунтик спрятался в теньке. Сейчас, друзья, он не сразу прям подскакивает, нужно время. Так что косички, волосы убирайте. Привет. Великий пылесос пришел. Великий пылесос. Нет, он нас провожает пятнистым оленем. Куда тут ходить в своих труселях? А вот зря смеетесь, вот эта девушка одна, она пришла, волосы свои распустила, давай селфи с ним делать. Коми чуть скальп не снял, он начал вот эти волосы ее хватать, он еще... Вова, это ему понравился, да? За уши. Обязательно. Самец вышел, да, размером. Сын Беляша, внук Василий. Даже попахивает, да? Чтоб Герман не ушел, да, прикройся. Посмотрите, какие они красивые. Это Коля, видите? Пятнистый олень Коля, самый большой, крупный олень. А можно погладить? Друзья, гладить их не надо, это олени, все-таки у них копыта, поэтому мы не будем сейчас, особенно когда они трапезничают, они могут быть немножко встревожены. Да. Коля? Коля вот самый большой, самый крупный, с самыми большими рогами. Туда ходить не надо. Если вы гуляете по нацкому, вы понимаете, дикие животные, они не любят жару. Даже здесь вроде тенек, но для них все равно очень жарко. Атмосфера даже очень жаркая. Но в зимнее время... А я контролировать уже пару раз на экскурсию пришел подряд. Это сын Беляша. Это внук Василия. Это Марат. Отгоняет, ты посмотри. Он просто временно у них, потому что он с папой уже жить не может. Папа его может всячески один. Потому что он... Все, экскурсия сейчас у нас закончилась. Первая, мы идем на понтонную экскурсию. Ну, понтонная тропа называется. Вот, но мы не знаем, попадем туда или нет, потому что записываться надо заранее, звонить по телефону, поэтому если будут места, то нас возьмут. Если мест не будет, ну, пойдем обратно. Болото. Да, это болото. Вот, так что посмотрим, что у нас дальше получится. Мы как бы все решаем на месте, по обстоятельствам. Вот. Мы вышли на восьмую. Нет, это мы вышли на 8-ю новую тропу по плану. А понтон вообще... А понтонная такая же получается. Так, может, и не пойдем по понтону? Ну, можно, не Не, пойдем. мы просто в ту сторону прогуляемся, где вышка, потом.
О, болотце. Да. Настоящее болото. Может, сейчас клюкву увидим? Пока один камыш. Какая клюква, она очень вообще. Вообще в воде-то клюква. Ой, как красиво. А что, красиво же, да? Очень. Очень красиво. Ой, как нам все нравится. Блин. Конечно, под топким болотом ты так не пройдешь, и этого ничего не увидишь. А тут прям тебе построили, во. О, класс. Вообще восторг. Класс. Ой, ты, господи. Оля сказала, что вот эти веточки мохнатые, это камыш. Да? Да. А то рогоз. А вот это, вот который камыш для нас, это рогоз. Вот это. Так, ну-ка, подписчики, скажите, вы согласны с Олей? Да, мы вот так замерли. Такое ощущение, что мы плывем. Такой эффект создается. А знаешь еще, как это видится? В телефон, вот когда... Оля, вот так сделай телефон. Ну, как бы телефон снимай. И смотри, и там просто... Как будто ты это... Просто действительно плывешь. Обалдеть. Вот она, красоточка. Это не утки, это какие-то эти. Они как-то назвали, девочки, черныши какие-то. Обалдеть. Мы идем над болотом. Там Аня. Наши мальчики вон идут, одни головы торчат вон. Нам так нравится это местечко. Вообще восторг, конечно. Вообще. Не зря мы вас, да? Да, не зря. Написано водно-болотная растительность. Вот, Оксан, видишь? А, ну и рогоз, камыш, тростник. А, может, тростник. Рогоз, Ну, камыш, вот это вот рогоз тростник. точно. А, вот, современным камышом начали называть все растения, растущие у воды. Путаница в названиях пошла из-за того, что рогоз весьма распространен и визуально хорошо выделяется в зарослях. Это знаешь что, ряска, наверное. Нет, Может сплошным ковром расстилать водоем. Вот ряска, которая вот это движется, да. Все, после болот мы вышли уже на сушу. И такой знак стоит: ягоды не есть, грибы не собирать, на велосипеде не кататься, в лесу не ходить с тропинки. Особо охраняемая территория. Короче, лопаем малину. Ну, сказали, только с мазков мы достаем малинку. Так что вот с мазков что достаем, все наше. Вкусно. Ой, какие ягодки. Ой, вкусные. Тут не только березовые, но еще и ольховые леса. Вот, идем дальше. Да не упал домик? Где? Не знаю, что там. Ой, там на лодке плывут. Ой, смотрите, куда там залезли наши. Ой, это классно. Дают ружье, пускай вода с них, и ты их по одному выщелкиваешь. Если вы хотите, то Гальянова. Класс. Метро Новогиреево или метро Щелковское, там мы можем подобрать потом. Счастливые люди, да? Класс. Это у них, смотри, целые вот эти дороги магистральные. А эти решили срезать. Не пошли по большому кругу. Да? Мне кажется, что мы с конца зашли. Ой, какая красота. Вот раз лодочка, два лодочка, три лодочка, 4 и вот 5. Птицы Верхнеяузского водно-болотного комплекса. Вот такие птички здесь водятся. Даже орлан белохвост. Надо вещи положить.
как хорошо-то тут. И Давайте лавочки. эту скатерть самобранную. Да. Хлопнем в ладоши и раз, два, три, да? Полянка, накройся. О, ну да, здесь прохладно. да, хорошо. А? Так, ну ладно. Начинаем. Доставайте, что у вас там в рюкзаке? Ага. Шашлык, вся бутылка. Ага. Члена как-то так Да. надувает. Вот они, приплыли. Ой, тут какие-то вон цветочки болотные, беленькие. На кувшинки похожи, листики. Какие-то мини-кувшинки. И все ими прям вот так много-много, вот так вот. Все в них, в этих цветочках. Все, на отдельную платную экотропу по воде мы уже не пойдем. В принципе, она, наверное, аналогична этой. Она шикарная и бесплатная. Поэтому мы сейчас все дружненько едем дальше. К нам присоединится еще Соня. Надо ее как-то тоже скооперировать. В Москве выцепить. Где-то мы там сейчас встретимся с ней. И поедем. Уже забронировали столик. Посидим. Домики, детская площадка. Дом муравья. Там прям так написано: дом муравья. Вот мы сейчас шагаем по щепе. Это у нас сокращенный путь уже к машине. Ну как сокращенно? Вон еще пойдем по такой же тропиночке. Ой, все, вышли на твердую землю. Ого, сколько народу. Мы приехали в Гальяново. Помнишь, я попрыгал Просто краны. Да. Лосиный остров. Пост охраны, Лосиный остров. Бабаевский сквер. Сейчас прямо до кафе «Берез». А, ну там, да? Мы сейчас ищем наш домик. Называется Березка. А тут вот лесной мы видим. Лесной домик. А, тут это весь комплекс на лесной. Ой, какая красота. Ой. Дальше. Ну пошлите Березка. дальше до Березки. Ну вот, я не знаю, если вот навигация. Гальяновское кладбище. Короче, Березку ищем. Вот лесной шашлык, а вот березка. А, Вот, все, наверное, собираем дальше, да? А мы березу увидели вот и решили, что это наша березка. Все по-простому. Береза, значит, береза. Да. Но это не березка. Наша березка дальше. Наверное. Бабаевский пруд. Так, кстати, люди купаются. Березка кафе. Мы уже на такси видим. А, вон березка. Все, теперь березку видим.
где нужно помыть? О, а это прямо до конца вдоль дома. Опять, да? Прямо в обратную сторону. Аня, можешь положить очечки? Ну, к этим, ага, сюда, отлично. Ага. Даже не знаю, что я хочу. Водку. А ты что, реально? Ну, о, правильно, с языка сняла. Может, сегодня удачный день? Вот, поляну нам уже на поляну накрывают, уже накрывают поляну. Все, как говорится. Первое блюдо пришло. И напитки. Один, да? Туда пока? можешь. Сюда. Ты будешь овощные линии? Сейчас, А мы уже в стаканы налили. А я вам сказал, что сейчас принесут чашечки. Ничего. Есть, ладно, мы еще Еще заказ. с этого подходим. На стол все пополняется и пополняется. Давай. Пока нету, да. А ты как хотела? Бутылку водки и банку огурцов? Принесли новое блюдо. Так, это... Смотри, что это за пицца? Пицца без ничего. Вот свинья. Вот свинья. А это курица. Все понял. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, что-нибудь повторить вам? Пока нет. Благодарю вас. Все, Саня, тебя привела. А, сейчас посмотрю. Все, выходим, покушали, очень вкусненько, очень понравилось. Все? А что случилось? там что-то едет. А, пропускаем. Что-то Оля там газанула. Оля забыла включить передачу. На Б или на нейтрал. А, там Дима или Соня, кто-то там. Ага.